Мы больше носим серебро, чем золото. Очень интересно, у чувашей такое же представление. У нас даже есть второе название — Кемельтум Лахалах, народ в серебряной одежде. Из употребления вышла конина после принятия христианства. У нас нет разделения народы, как, например, у других тюркских народов. Армысыздар, құрметті көрермендерім. Бүгінгі бейнероликте Чуваш халқының өкілі Елдияр атты ер азаматпен сұхбат жүргізетін боламын. Елдияр Чуваш халқының тарихымен, салт-дәстүрімен және де басқа түркітектес елдермен байланысы жайлы толығырақ ақпаратпен бөлісетін болады. Сол себепті бұл бейнероликті зейін салып соңына дейін қарауға тырысыңыздар. Здравствуйте, Елдияр! Привет, Балнур! Рада с вами познакомиться, и спасибо огромное, что согласились принять участие на моем интервью. Это большая честь, вообще очень было приятно получить от вас это приглашение. Спасибо огромное. Можете представиться, рассказать о себе, где вы выросли, как прошло ваше детство? Меня зовут Эльдияр Александров, есть имя в паспорте, это Алексей. Как и все чуваши, мы носим православные имена. Родился, вырос в Чувашии, в сельской местности. Сейчас живу в городе Чебоксары. Работаю в национальной телерадиокомпании Чувашии, ведущим радио и ведущим телепередач. Вау. Помимо этого, работаю в Российской академии наук в сибирском филиале. Мы исследуем чуваши переселенцев в Сибирь. И там периодически провожу всякие мероприятия, юбилейчики, свадьбы. Звоните. Отлично. На чувашском языке. И помимо этого еще это. Песенки выпускаю. Вау! Бүгінгі бейнероликті Шри-Ланка елінде түсіріп жатырмыз. Шри-Ланка біздің 2 жылдық саяхатымыздағы 17-ші мемлекет. Көптеген көрермендерім осылай қалай саяхаттап, бірден табыс тауып жүргендігіміз жайлы сұраған болатын. Бұның барлығы YouTube-тың арқасында. Бізде бірнеше YouTube арналарымыз бар. Солардың арқасында көптеген шетелдік туризм министрліктері бізді тікелей шақыртып жатыр. Сонымен қатар шетелдік телешоуларға да қатысқан болатынбыз. Егер де сіздерді осылай YouTube арқасында доллармен табыс табу қызықтыратын болса, мына жерде көрсетілген Instagram парақшасына консультация деп жазыңыздар. Сіздермен бірден тікелей байланысқа шығатын боламыз. Можете рассказать, почему вы выбрали исследование именно вашего народа? Мне очень интересно. Немногие люди делают исследования касательно этноса, лингвистики. Вообще, изначально я тоже не планировал, что буду этим заниматься, не думал. В школьные годы был в составе сборной страны России по биологии на международную олимпиаду. Думал, что всю жизнь свяжу именно с этим, что буду заниматься медициной, буду лечить людей и делать добрые дела. Но в то же время, где-то в классе, наверное, 10-м проявился большой интерес к своей родной культуре. У меня мама русская, отец чуваш. И, соответственно, как-то этнический вопрос в семье остро не стоял. Вопрос передачи языка во время моего детства, он не был острый. То есть мы все говорили на чувашском языке. И как будто бы не было ощущения, что он нуждается в какой-то защите, поддержке. Потому что был язык жизни, мы спокойно на нем общались, все буквально. Из города приезжали дети, учили чувашский, чтобы с нами разговаривать и так далее. Это буквально лет 20 назад тенденции были другие. И в какой-то момент, в 10-м, наверное, классе у меня пришло такое сильное самосознание, кто я есть вообще, что я такое. Отец чуваш, мама вроде как русская, идет, по корням-то. И надо понять, кто ты есть. Я начал разбираться. Тут выясняется, что, в общем-то, у меня очень крутой народ. Как оказалось, с уникальным языком, с уникальной культурой. И вопрос, в общем-то... в тот момент в школе я еще не был готов посвятить свою жизнь чувашскому языку, своей родной культуре. Я все же выбрал медицинское направление, поступил учиться в город Казань. А на 2-м курсе уже все стало понятно, что это точно не мое, что есть тысячи людей, которые могут заниматься биологией, медициной. А чувашским языком, чувашской культурой не так много кто будет заниматься. И вообще вопрос сохранения нации уже стоит острый достаточно. Кто-то же должен этим заниматься. И я решил сохранять чувашское в себе. То есть я не скажу, что я делал какие-то огромные проекты для этого. Я просто старался по мере возможности посвятить себя чувашскому, решил найти в себе это все, в окружении это все решил найти. И в какой-то момент моя жизнь действительно стала чувашской, и я этому очень рад. Я до этого, если честно, не знала о чуваш. И я, кажется, узнала благодаря моим подписчикам, которые всегда пишут в комментариях: можешь взять интервью у такого народа, у такого народа. Да, я сама тоже изучаю все тюркские народы. Хорошо, можете нам рассказать предысторию, как вообще создалась республика Чувашии? Вообще, государственность Чувашии прервалась в 1236 году
когда была разрушена Волжская Болгария, как раз-таки на территорию современной Волги пришла часть предков современных татар, это именно кыпчаков, да, пришли монголы, и тогда, получается, государство было сильно разрушено. Часть народа переселилась на территорию современной Чувашии из центрального Татарстана, а центральный Татарстан — это как раз та территория, которая является очагом формирования нашего народа вообще. Оттуда происходит переселение. Это происходило не одномоментно, это было несколько волн, и, соответственно, народ жил здесь, вытесняя марийцев, ассимилируя, в том числе также вытесняли мордву, конечно, смешивались сначала, а потом происходила ассимиляция. Но в конце концов, в общем-то, народ образовался достаточно большой, потому что на момент создания автономии было уже больше миллиона чуваш. На тот момент это очень большие цифры. Например, тех же узбеков было столько же, как и нас. Вот. В 1920 году, когда уже по всему Советскому Союзу пошли волны создания автономии для различных народов, в том числе и для Чувашии, она образовалась. И вот 24 июня мы празднуем День Республики как день именно создания нашей государственности. Ну, получается, уже первой после тех дальних времен с 1236 года. Вот тот момент как раз-таки было принято решение, что чувашский язык будет применяться везде, в школах, в делопроизводстве и так далее, и так далее. А столицей является Чебоксары, верно? Да, на сегодняшний день это город Чебоксары. Изначально по плану это должен был быть Ульяновск, но из-за того, что оттуда у нас Ленин, да, так получилось, что столица перенесли. А так первые школы чувашские, они были открыты все в Ульяновске, потому что там вокруг очень много чувашского населения. Вот, и своего рода культурными столицами для народа до создания вот автономной республики являлись Ульяновск для части, это больше для низовых чуваш, и Казань для средненизовых верховых чувашей. Ну, также был еще, который ближе к Нижнему Новгороду, но там вот как раз-таки первый литературный язык, ну, первые попытки его создания на основе верхового диалекта были применены. Это намного раньше, чем там создание современной письменности, то есть лет буквально 100, за 100 лет до этого. Но это вот верховой диалект, и переводились религиозные тексты по большей части. А название Чебоксары имеет какое-то тюркское происхождение? Звучит как будто тюркское слово. Название города вообще происходит от гидронима местной реки Чебоксарки. А Чебоксарка, я думаю, любому тюрку понятно. Например, на узбекском языке это бы звучало как Чабокзор, типа место, где очень много рыбы, чебак. Вот у нас чебак также имеет два варианта звучания. Это чабак и щубах. Чабоксар, соответственно, это речка, где очень много этой мелкой рыбы. Вот, а потом это перенесли. Интересно. А у вас много городов, которые имеют тюркские названия? Ну, я так полагаю, что большая часть вообще сельских поселений, сел и так далее имеют тюркское происхождение, за исключением тех топонимов, которые имеют финно-угорское, то есть да, чувашское название. Это у нас от марийцев и мордвы осталось, да? А так в целом большая часть поселений, конечно, имеет названия тюркские, ну, там либо булгарские, либо уже при Казанском ханстве давались названия, они, соответственно, на кыпчакском языке идут, ну, на кыпчакском варианте тюрки. Вот. А Чебоксары имеет еще второе название, чувашское, да, ну, как бы Чебоксары мы понимаем, что это тоже чувашское название, да, но оно применимо именно по отношению уже, когда дело касается русского упоминания, а на чувашском звучит как Шубашкар. Имя имеет смешанное, ну, вероятнее всего, это одна из теорий всего лишь, там много вариантов, конечно, происхождения, ну, а так, если посмотреть, то Шубашкар это получается, ну, если смотреть по заимствованиям, по традиционным, марийский язык, чувашские слова в начале звука «с», например, переходят в форме «ш». Как «сурах», овца, да, в марийском звучит как «шорох». И в данном случае Шубашкар — это как, видимо, заимствование с чувашского в марийский, которое снова в чувашский вошло, потому что изначально вот территория Чебоксар, Мариинско-Посадского района, оно было смешанным чувашско-марийским, и, соответственно, Шубашкар в данном случае, возможно, обозначает именно город Чуваший. Но Шубаш в данном случае как вариативная форма названия Сулас, который марийцы нынче татар называют. Город Чуваший, в общем. Хорошо, раз мы начали разговаривать на тему тюркские языки, тюркское происхождение. У меня есть такой вопрос. Много ли исследований, что чувашский народ, чувашский язык именно относится к тюркоязычному народу?
Потому что я читала, некоторые люди твердят, что чувашский язык относится к финно-угорскому языку. И в этот момент я уже запуталась. Можете нам рассказать поточнее, что как? Вообще, версия о том, что чуваши относятся к финно-уграм, она была актуальна, наверное, в 1800-е годы. То есть до появления каких-либо вообще научных исследований. Исходили исключительно из общей поволжской культуры народов, в которую вписываются и тюрки, и финно-угры. Соответственно, здесь же у нас культурный, как это называется? Вот есть языковая семья, есть культурная семья. Как на Кавказе, например, у всех народов там очень много параллелей, хотя они разные по языку. Так и в Поволжье очень много параллелей у народов, но языки и происхождение разные. Чуваши к финно-уграм не относятся никак, ну то есть это нужно понимать абсолютно. В современном есть несколько диалектов чувашского языка. Есть, например, малокарачкинский диалект, он совершенно недавно выделенный. В нем достаточно много заимствований из горномарийского диалекта. Ну, из-за смешанных браков, то есть с женами-марийками, с мужьями-марийцами приходили новые слова. Но это всего 9 сел. А в литературном языке и в языке, например, средненизовых чувашей или в языке тех же верховых чувашей общее количество заимствований из марийского языка составляет около 30 или 60 слов, ну, в зависимости от близости к марийцам. В верховом это побольше, там около 60, да, а если говорить о низовых и средненизовых диалектах, то там 30 слов, это максимум, который мы найдем, притом это даже не все марийские, некоторые заимствования относятся к удмуртам. То есть вот так вот, либо к финнам, либо к пермским народам это все относится. Поэтому говорить, что чувашский, финно-угорский у нас просто нет никаких оснований абсолютно. Язык полностью тюркский, как по грамматике, так и по лексическому составу. Самый близкий язык из всех тюркских к чувашскому на сегодняшний день это узбекский. 62% лексического сходства. Притом самый близкий диалект узбекского языка — это ташкенли, который проявляет черты некоторых булгарских языков, например, выпадение согласных из конца слова, как, например, в ташкентском говоре вместо традиционного «болюк» говорят «болю». В чувашском это слово звучит как «пула», да? Или, например, есть некоторые булгаризмы в таких моментах, как в ташкентском говоре это звучит как «хой-нахой», то есть, может быть, в чувашском хайнехай это сам по себе. И вот так вот. Ну, такие вот параллели, они проявляются достаточно сильно. Вот самый близкий народ по языку это узбеки, а по культуре из тюркских народов это, конечно, крещены, которых некоторые исследователи выделяют в отдельный народ, некоторые называют крещенными татарами. Ну, вот такой вот момент. В предыдущем интервью Ксения рассказывала про культурные сходства, про праздники татарские, чувашские, что у вас есть общие праздники. Это правда, ну то есть, во-первых, очень большие культурные параллели. С 1236 года мы с предками татар, соответственно, живем в одном государстве. Очень большое количество чувашского населения в свое время, ну то есть булгароязычного я имею в виду, оно подверглось ассимиляции со стороны именно кочевников степи, да, и в данном случае очень многие перешли как раз-таки на язык кыпчакской группы, приняли ислам, те, которые не принимали во времена Волжской Болгарии, то есть и произошла определенная ассимиляция, которая оставила свои следы, например, в том же казанско-татарском диалекте достаточно много проявлений булгарских языков, имеется в виду чувашских языков, вот, мишарский язык, мишарский диалект, он подразумевает некоторые другие моменты. Очень много параллелей именно с крещенами. Являются, как я уже сказал, либо отдельным народом, либо субэтносом татар, просто христианским. Но у них очень хорошо сохранены именно доисламские, дохристианские традиции, которые имеют полные абсолютные параллели с чувашскими традициями. В данном случае мы можем говорить даже, наверное, о том переходном моменте ассимиляции, который до конца просто не дошел. Есть, например, полностью малькеевская группа кряшин, которая в плане этнографической традиции абсолютно является чувашской. Просто все песни, например, которые поются, там разница буквально в языке. Даже песни являются переведенными вариантами. Музыка, текст один в один. Просто вот у нас на чувашском, у них на татарском. Даже больше скажу. Очень интересный момент. У них там тоже несколько сел всего, несколько поселений. И они подразделяются между собой, около 9-10 деревень. Они подразделяются между собой также на две группы, как средненизовые чуваши и низовые чуваши. В плане именно
музыкальные традиции, что тоже очень интересно. Ну, само по себе, там, в свадебных песнях, хороводных это проявляется, и в плясовых частушках, да. Да. Было здорово. Классно, классно. А знаете, я еще где-то читала в одной статье, что то, что чувашский относится к болгарскому языку, и язык Болгарии, болгарский, есть сходство, потому что они как из одного семейства. Вы насчет этого делали исследования, находили какие-то общие сходства? Ну, это достаточно общеизвестные материалы, наверное, по большому счету, потому что достаточно много исследователей как из самой Болгарии, так и из Чувашии этим занимались. Не заимствование остатков болгарских диалектов в современном дунайско-болгарском языке около 500 слов. Дунайский болгарский язык, как мы уже знаем, это славянские языки, южнославянские, да. Но так получилось, что их государство образовали переселенцы Северного Кавказа. Дунайские болгары, которые были потомками Золотой Болгарии, средневекового такого древнего государства на Северном Кавказе, которое было образовано ханом Кубратом. Вот. Под предводительством Аспаруха часть народа ушла на Дунай и поселилась среди южных славян. Они образовали государство, Первое Болгарское царство, так называемое. Это было достаточно могущественное государство на тот момент, потому что они досаждали достаточно сильно той же Византии, но тюркской там была только правящая часть. То есть вот тот народ, который образовал государство, она достаточно быстро ассимилировалась, оставив от себя вот только самоназвание болгар, да. И помимо этого есть очень много слов, которые сохранены нынче. Да. Это, например, как один из вариантов «самсур», без уважения, не имеющий почета и так далее. То есть здесь мы явно видим булгарский след, потому что сама концовка, в чувашском это слово звучит как «сумзар», в данном случае вот этот вот общетюркский аффикс с отрицания, да, он у них имеет ротацированную форму. Ну, это и есть показатель. Есть еще некоторые слова, например, тикр, зеркало, которое в чувашском имеет форму тегер, ну и так далее. Больше, наверное, в данном случае, имея даже не это, из Северной Болгарии, в той же, вот у нас в Чувашии в университете хранится платье, женское платье северных болгарок, которое абсолютно повторяет по своей художественной части средненизовое платье чувашек. Ну, то есть в плане не просто орнаментации, оно абсолютным аналогом является. Единственная разница в вариантах шва, то есть вышивка по технологии различная, но сама по сути изображение одно и то же. И преимущество цвета. У них больше черного, у нас больше красного. Ну и традиционные украшения, у них имеются все аналоги наших женских украшений. Это монетные варианты, нагрудные, головные уборы, в том числе вплоть до тухьи чувашской. Ну, в общем-то, вот так вот. Очень сильные параллели. Да, я думаю, у нас тоже очень много сходства касательно, вот вы говорите, традиционные костюмы, у нас тоже монетки, вот даже серьги серебряные. Да, все в серебро. Потому что в нашем народе мы считаем серебро как целительный металл по сравнению с золотом. Мы больше носим серебро, чем золото. Очень интересно, у чувашей такое же представление. У нас даже есть второе название — Кемельтум Лахалах, народ в серебряной одежде, потому что количество серебряных украшений в чувашском традиционном костюме достигало до 16 килограммов. Ну, это все было монеты, конечно, до запрета производства кузнечного, ювелирного всем поволжским народам, это были, конечно, не монетки, а различного рода декорированные бляшки из серебра и так далее, и так далее. Ну, образцы мы имеем, конечно, несколько монет, таких вариантов всего лишь, но достаточно красиво и очень вписывается в поволжскую традицию, которая, например, у казанских татар хорошо сохранена. Да, классно. Кстати, я нашла несколько общих слов с болгарским языком. Я бы хотела, может, проверить, я буду говорить слова на русском языке, также я буду озвучивать их на болгарском и на казахском, а вы на чувашском. Посмотрим, может быть, найдутся какие-то общие слова. Так, первое слово я нашла — кулак, на русском языке кулак. Как вы переведете на чувашский? У нас это чамар. Чамар, ага. Я нашла на болгарском, переводится как юмрук. На казахском мы говорим жодрок. Ой, интересно, смотри-ка. Очень похоже. Да, похоже. Также мы можем описывать кулак как жмур, как общий, так вместе, жмур. Все пальцы вместе. Ага. Как вы говорили? Чумар. Чмыр, жмур. Чумар. Да. Интересно. Здорово. Как будет слово базар? Базар. Базар, да, это, кажется, общий. Все, как тюркское слово, все говорят. И также в Болгарии они говорят пазар через «п».
Ну, это, наверное, какая-то больше параллель, потому что вот это оглушение у нас согласных, оно идет под воздействием именно финно-угорских народов. То есть и изначально булгарские языки, они не отличались оглушением начальных согласных. Это вот впоследствии только появилось. Да, Ну, хорошо. интересно. Как Да. будет котел? Уран. Ага, хорошо. На болгарском они называют казан. Ага, ну это, наверное, уже от турков, Да, потому у что нас будет они... казан, как созвучный. Ну, здесь мы видим проявление вот типичного, как раз-таки отличительного момента чувашского языка. Это вот как раз черта булгарских языков, ротацизм так называемый. Казан и Хуран — это слова когнаты, они имеют общего предка в протюркском языке. Просто в данном случае вот этот полузвук между ре и зе, который был в протюркском, он в чувашских языках развился в эр, а в тюркских других языках развился в зе. И, соответственно, казан и хуран — это одно и то же слово, просто Да, вот фонетически. казан, хуран, даже так же созвучно. А как вы бы сказали слово очаг? В уджах. В уджах, хорошо. Болгарцы говорят аджак, а мы, казахи, говорим ошак. Ну, кстати говоря, слово «очаг» в русском языке является булгаризмом как раз-таки. И вот в уджах это не заимствование, а как раз-таки слово «исходник». Согласна. Ну, «в», наверное, впоследствии вставилось уже, это как протеза, поздний звук. Изначально это звучало как «уджах». Вот «уджах» вот это проник, а потом в болгарском, видимо, он сохранился. Да, согласна, согласна. Очень много тюркизма в русском языке. Даже карандаш, богатырь, балалайка. Я где-то читала, все эти слова относятся, вот, взяты из тюркского языка. Возможно, я вас удивлю, но слово «бояре», вот то самое сословие, да, которое было руководящим в старых русских государствах, оно происходит от слова «Болгария», как раз Волжской Болгарии. После падения этого государства, от нашествия монгол и тюркских народов, да, других, как раз-таки очень большая часть болгарского народа, она ушла в русские государства. Ну, то есть вот так вот это было. А как вы сказали бы слово «праздник»? Уял. А болгарцы говорят праздник как туй. Ой, интересно. Ну да, слово «туй» в данном случае сейчас семантически имеет значение больше как свадьба, но в вариантах более древних мы видим слово «туй» используется как праздник, потому что, например, название «агадуй» в данном случае это тоже как раз-таки праздник, да, идет. Вот туй в данном случае можно использовать как праздник, это абсолютно у нас тоже, нормально. Мы казахи называем той, через О. У нас верховой, ой, интересно, у нас верховой чуваши той говорят тоже. Ух ты, вау, классно. Хорошо, и последнее слово, то, что я нашла, как будет малыш. Например, болгары говорят бебе, мы, казахи, говорим бебек. Мы говорим пепке. Немножко, да, созвучно, есть сходство. Но рядом с болгарами живут еще венгры. Это достаточно интересный народ в данном плане, абсолютно угорский, родственник хантов и мансий российских, да. Они очень сильно контактировали в свое время с аварским каганатом. Вот сейчас из булгарской группы языков настолько чувашский сохранился, а в средние века было достаточно много народов, говорящих на языках этого типа. Они простирались от Северного Кавказа до Средней Волги и доходили, вот, соответственно, вплоть до Италии даже. Булгарские, тюркские группы — это вот как раз-таки тот самый первый западный куст тюркских народов, скажем так, да, вот. Аварский каганат жил как раз-таки вместе с венграми, они туда переселились, и в современном венгерском языке также очень много слов, заимствованных из языков чувашского типа. Это не из чувашского языка, а именно из родственных народов. За счет этих заимствований мы и видим, в общем-то, весь этот исторический путь. Аварский каганат оставил в венгерском языке также около 500 слов чувашского типа. Среди них есть, например, общетюркские понятные. Это, например, как алма, да, яблоко. В современном чувашском оно имеет форму улма и олма, но именно в булгарском диалекте, который был еще акающим, булгарский язык, да, собственно, который до 1236 года, там этот звук еще не развился. Во и ву, который в современных чувашских диалектах присутствует, имел форму а. И, соответственно, тогда языки чувашского типа были намного больше похожи на другие тюркские, чем сейчас. Вот так вот могу сказать. Алма, например, или борсо, который в чувашском имеет форму поржа, это горох, или дисно, который в чувашском имеет форму сосна, или экюр,
который в чувашском имеет форму вагар, это бык, да, здесь мы еще видим, что протезы как таковой нет, в старых болгарских языках именно начального «в» не было, оно пришло только позже, это уже вот как раз инновация чувашского языка идет, вставка перед начальным «о» или «у» звука «в». Соответственно, это как «урман» и так далее, и так далее. Слова одинаковые, просто у нас вначале идет «в». Или как «уран» место, да, у нас «выран» и так далее. Вот. Венгерский в этом плане, он, наверное, будет поинтереснее, потому что в нем эти языки не сильно менялись. Да, согласна. Я тоже брала интервью у венгра, это было в прошлом году. Вы верно сказали только что слово «алма» у нас есть общее, и в целом то, что история связывает, Атила, Hungary, даже название на английском языке, как гун. Да. Верно, верно. Да, то, что вышедшее именно из наших регионов. Очень интересно. Хорошо, давайте перейдем к другому вопросу. Можете рассказать, чем традиционно чуваши занимаются, какой деятельностью? Имеется в виду вообще в традиции да, или в сейчас? Традиции, да, к примеру, в традиции, да, у нашей казахи традиционно занимаются сельскохозяйственной культурой, то есть это в основном скотоводством, то есть наш народ кочевой народ. Да, а чем вы отличаетесь, да, чуваши? Очень интересно. Ну, вообще, если так смотреть культурогонию чувашской традиции современной, да, здесь мы видим три пласта. Определенно явно они прослеживаются. Первый пласт — это охотническо-собирательский, и, наверное, характерный для всех народов вообще. Пласт, который был у наших народов еще, когда наши предки жили ближе к Алтаю, наверное, в очень древнее время. Отсюда мы как раз-таки выявляем некоторые древние тексты, но их не так много. Потом идет пласт очень весомый, это кочевнический, то есть вот даже праздник Агадуй, например, который, хоть мы называем праздником сева и праздником плуга, вроде по традиции чисто такой земледельческий, по своей структуре он является кочевническим, конечно. Здесь нет никаких споров, даже главному богатырю-победителю дают барана, как человеку, который занимается именно разведением скота и выпасом этого скота, да. Кочевнический пласт, он проявляется очень сильно в традиционной кухне, в системе питания, например. Но эта традиция, она достаточно быстро ушла, потому что болгары, которые жили, например, на Северном Кавказе, уже были полукочевниками, а когда они пришли на Волгу, здесь они уже конкретно осели, то есть вот эта кочевническая традиция, она сохранилась, наверное, только чуть-чуть. Ее проявление в позднее время у чуваши, это когда, например, были какие-либо работы, реально из сел переселялись на место пастбищ или, например, переселялись целыми семьями на место полевых работ. В дальнейшем уже проявляется полностью земледельческая культура, это выращивание различных земледельческих, зерновых культур, различных пшениц, рожь и так далее. Хотя, если вот так вот говорить, можно ли сказать, что это инновация Волги? Очень сложно, потому что еще когда западные хунну, конкретно наши предки, да, проживали на территории Северного Китая, уже тогда им было известно земледелие, китайцы их называли дикарями, только из-за того, что хунны выращивали 6 видов культур, а китайцы 7. Ну, то есть тут буквально вот такая была маленькая разница. Также в чувашской традиции мы очень сильно прослеживаем, как это сказать, вот есть Передняя Азия, да, есть Средняя Азия, есть Передняя Азия, есть земледельческие традиции именно из Передней Азии, которые, видимо, пришли через какие-то иранские народы, возможно, под воздействием контактов с армянами, которые уже являются потомками хеттов. Ну вот, или части потомков хеттов. Вот, поэтому такие черты тоже проявляются. Земледелие из Передней Азии, в некоторых моментах это можно проследить, в названиях даже божеств, наверное, в какой-то степени проявляется. Вот такие моменты есть. А так, конечно, народ земледельческой культуры. А какие у вас есть традиционные блюда? Это очень интересно. Давайте тогда как-то определимся. Кондитерские или, например, мясные или овощные. Что вас интересует? Ой, да, у вас, кажется, много выбора. Хорошо, давайте начнем с мясных блюд, потому что, я думаю, все тюркские народы любят мясное блюдо. Если говорить про кухню последнего времени, то у нас из употребления вышла конина, абсолютно точно, потому что после принятия христианства перестали есть именно этот вид мяса, а так до этого
чуваши некрещенные, например, довольно часто употребляли именно конину в пищу. Вот я вырос в Янтиковском районе, у нас есть некоторые представления, которые нам говорили еще наши бабушки, это люди 1930 года буквально, и даже не некрещенные, ну то есть это реально христиане, говорили, что, например, чтобы вырасти настоящим мужчиной, надо кушать конину. Вот, соответственно, такие моменты это проявлялось. Были традиционные виды колбас из конины, это как вариант козы, в чувашском языке он имеет звучание как хас. Потом из мясных блюд. Вообще чувашская кухня в плане мяса, она очень богата именно из-за того, что мясо является основным вариантом питания в зимнее время, и, соответственно, заготовок было много. Тогда вот, когда резали скот, соответственно, все, что можно употребить в пищу, употреблялось, в том числе и кровь. Делались различные виды колбас из внутренностей, когда просто вот берется кишка, и в нее заполняются внутренности нарезанные, с жиром. Потом делается такой же вид колбасы из крупы и мяса. И самый, конечно, это прям элитнейший вариант питания мясного – это колбаса шартан, которая делается в двух вариантах. Первый вариант более распространен у средненизовых чувашей. Это когда в желудок, например, барана заталкивается все его мясо и зашивается. Потом это все сушится в печи достаточно долгое время. 12 килограммов мяса сжимаются до 3. Это очень сильно засаливалось, потому что не было холодильников, и, соответственно, для хранения это было нужно. Вот такое высушенное мясо. Сейчас эта пища также очень популярна. Это и в промышленных масштабах производится, но в том числе и в домах. Мы сами в семье постоянно делаем шартан именно из чистого мяса. А у некоторых других этнографических групп, например, у верховых чувашей или у чувашей низовых, достаточно часто можно встретить шартан, начиненный мясом и внутренностями. Более кочевническая кухня в данном плане, наверное, идет у средненизовых чувашей, которые из внутренностей готовят суп шурбе, и верховые чуваши тоже. Туда добавляется очень много мяса, просто добавляются еще внутренности. Средненизовые чуваши готовят еще одно блюдо, которое называется либо сукта, либо щурме. Это, получается, плетенка из нарезанных на ленточки внутренностей. Получается очень красивое эстетическое блюдо, такое в виде косички. Оно отваривается, потом обжаривается. Вот. Если из мясных блюд, то вот так. Можно узнать, какие у вас есть молочные продукты? Чуваши, проживающие ближе к степям, изготавливают кумыс из кобыльего молока. Также делаются различные, сейчас уже не делаются, но так в свое время делались творожные шарики сушеные, которые подобны тюркским куртам. Помимо этого, мы знаем, что слово «творог» само по себе пришло в русский язык из булгарских языков, от слова «товара», от слова «воды» и так далее, и так далее. Это кисломолочные продукты различные в турах, которые являются аналогом КТК. И делается уйран, соответственно, когда взбивается масло. Рыбные супы мы готовим тоже с молоком, как финны. Вау, интересно. Да, я думаю, нам нужно запланировать наше путешествие в вашу страну, в вашу республику. Мы очень любим пробовать разные блюда, дегустировать. Прям звучит очень вкусно. Я уже представляю перед глазами, насколько это вкусно. Давайте перейдем к другому вопросу, к следующему. Мне очень интересно, есть ли у чуваш родословная? Ага, понял, о чем вы говорите. Да, конечно, вообще система рода у чуваш в этом плане, она очень сильно развита, именно в том плане, что у нас очень тесные родовые связи. Это отмечают все нечувашские национальности нашей республики. Поконкурировать, наверное, с нами могут только татары в этом плане, потому что именно связь родовая с родственниками, она сохраняется тесно. Если, например, говорить о нашей семье, мы воспринимаем за ближайших родственников тех людей, с которыми были прям близко родственные связи, 6-5 поколений назад. Это очень долго, и мы все еще буквально сидим за одним столом, как родственники ближайшие. Потом есть такое понятие, как мангун родни, или вили родни его еще называют, это, так называемая пасхальная родня. Если чтобы перевести понятнее для тюрков, это получается родня Науруза. Вот так вот, условно говоря. Это очень древние родственные связи именно с теми людьми, с которыми имели каких-то общих предков. Это даже больше, чем 7 колен иногда, потому что род растет, а вот эта связь, она сохраняется. Это люди, которые
обычно помогают друг другу при похоронах, как ближайшие родственники. Вот, в данном случае это очень важно понимать. А до переселения в города эта родственная связь, она была абсолютно полностью учитывалась до седьмого колена, потому что у нас очень густонаселенная республика, и, соответственно, люди в одной деревне или в одном селе, они, как правило, являлись родственниками ближайшими, и чтобы не было каких-то кровосмесительных браков, выбирали, знали, в общем, то, что есть. Сейчас родословная тема, она становится еще более актуальной, потому что люди сдают генетические анализы, выявляют дальнейших родственников и так далее, и так далее. Ну, то есть тема вообще в этом плане... У нас нет разделения на роды, как, например, у других тюркских народов. Вот род такой, род такой. У нас этого нет. Да. Угу. Но у нас есть вот как раз-таки, как я уже сказал, вот учет до 7 колен абсолютный, то есть в данном плане запрет строгий, он до сих пор работающий, кстати говоря. И вот эти родовые тесные связи с пасхальной родней, как я уже сказал, да, вот Мангун-Ратни, и очень тесные связи вообще в целом с родственниками, потому что вот придерживаться, сохранять это общение, у нас это нормально. До сих пор. И вот эту связь с корнями, связь именно с предками, она идет достаточно сильно. Очень интересно. Я думаю, у многих, почти у всех тюрков также. Я даже сама сейчас в другой стране нахожусь, но ощущение такое, что я не представляю жизнь без родственников, без близких. Есть народы, например, я встречаю многих людей из Европы, из Германии, к примеру, и они просто сами по себе, ни от чего не зависят, не особо общаются с близкими, с родственниками. А я спрашиваю, как так можно? А когда ты постареешь, кто будет рядом, с кем ты будешь общаться, с кем поддерживать общение? Люди уже другого мышления, другая культура. В данном случае, да, я абсолютно вас понимаю, Балнур, потому что, в общем-то, у нас такие же представления, наверное, в этом плане. Хоть некоторые моменты, конечно, меняются, особенно у городского населения, но вот эту оторванность от корней мы видим именно в ассимиляции, наверное, больше, что народ большими темпами достаточно отказывается от родного языка, вообще от родной культуры. Это как раз-таки от оторванности от родни, от своих родственников же идет в том числе. Но вот у очень многих семей вот эта связь, она очень тесная. У различных этнографических групп это проявляется по-разному. Например, на данный момент близкие родственные связи с особым почетом сохраняют у нас низовые чуваши. У других этнографических групп эта тенденция немножечко слабеет, но, тем не менее, она все еще прослеживается весьма явно, наверное. Это, кстати, подкрепляется периодически различными праздниками, вот, как я уже сказал, вот Мунгун, который является у нас аналогом тюркско-иранского Науруза, да, и Щимек, конечно, это летняя традиция, когда мы всем народом, буквально где бы мы ни жили, возвращаемся в свои родные села и идем на кладбище к своим предкам. Прям сильная традиция, до сих пор живая. Не просто живая, она прям такая, знаете, наверное, одна из маркирующих для нашего народа, потому что где бы ни жил человек, он все равно на Щимек приезжает. Раз в год, например, у нас есть родственницы из Казахстана, чуваши, которые приезжают постоянно именно на Щимек раз в году. Хорошо, Ильдяр. Я когда смотрела ваш Инстаграм, я увидела, что вы еще музыкант. Сегодня я хочу услышать ваши традиционные песни какие-то, может, вы сможете спеть нам на чувашском языке. Это все легко. Кстати говоря, если мы говорим о чувашских традиционных песнях, у нас самый распространенный жанр — это гостевые песни. Они полностью посвящены родственникам. То есть большая часть наших песен, она о родственниках, о поддержке родственных связей и так далее, и так далее. Песен про любовь у нас традиционных почти нет. Которые есть, они все поздние, появившиеся в конце XIX века и в начале XX. А так вся архаика, она полностью про родственников идет, на сохранение близкородственных связей. А какие жанры вас интересуют? Молодежные, более возрастные или... Я думаю, да, можно возрастные, касательно родственных связей. Думаю, зрителям будет очень интересно и тепло на душе услышать такие песни от вас. Вообще, чувашская традиционная музыка отличается квантитативной ритмикой. Это древняя ритмика, которая была характерна для всех тюркских народов, но впоследствии, как доминанта, она сохранилась только у нас и у некоторых сибирских тюрков, построенная на пентатонике. Тоже было характерно для всех тюрков. Это очень древние системы, которые могли сохраниться только, наверное, за счет сильной консервативности народа. Поэтому
можете воспринимать это как общее достояние тюркских народов вообще, потому что это что-то наше общее, древнее наследие. Вот. Если говорить про возрастные песни, как я уже сказал, существует очень много различных жанров. Вот. Давайте я вас познакомлю с некоторыми из них. Начну, наверное, с хороводных. Они мне больше всего нравятся. Это такие протяжные лирические песни. Вот и конкретно эта песня характерна для низовых чуваш. Исполнялась это только молодежью. Вот в период как раз-таки с весеннего равноденствия до летнего периода. Такое вот время молодежное, веселое, да, радостное. Сараса пунна сарса шакта ишихинеде турцаших. Savni kurdara savan darada taşman çeride şuraladar. Kur'an varada kurbusramada vara dizede anakalar. Sava poşla sakalarımda şuka tezede anakalar. Есть более сложные формы этих песен, тоже общераспространенные. Ну вот из Буинского района Татарстана могу принести пример. Он тоже такой очень необычный, но также построен на минорной пентатонике с южно-чувашским ладом. Анаматами шивахернеде Анаматами шивахернеде Юрада пшиванада сухани Юрада пшиванада сухани. Вот это тоже хороводная песня, но в таком необычном варианте. Вы поете, когда вы поете, я чувствую себя, как будто я где-то в природе. Да, традиционная песня. Вот эта хороводная песня, она исполнялась исключительно на природе, рядом с водой притом. И хороводы — это достаточно молодая, достаточно долго играющая традиция. Она прервалась совсем недавно, после Великой Отечественной войны уже, 1960-е годы, наверное. Поэтому все наши бабушки, наши дедушки, они еще выходили на них, и эти песни они звучали, исполнялись рядом с водой специально для того, чтобы звук распространялся как можно дальше. Вот. Как эхо. Да. Это все вечером за счет обертонов они доходили до соседних селений, и, соответственно, вот в этот период с мая, наверное, по июль песни звучали просто везде, и, соответственно, это прям свой особенный колорит. А так, если говорить про гостевые песни, они тоже бывают разные. Есть веселые, есть погрустнее. А так, вот красивый вариант сейчас спою, он с моей деревни. Седелюриша врага менле остыту наши седелер сарла сарарака бакла перессе шимекамал. Тем-дема палама, тем-дема хава, хушинеже хурбахан, саракана шуракана, ирен саванны халякана. Сирневе пире пурнама менле турре ширнаше седелер сара сарарака баква ирешсе шиме камала. Тем-дема палам, тем-дема хава, хушинеже хурлахан. Саракана шуракана ирен саванны халякана.
Вот это гостевая. Да, да, уже чувство такое, как будто вокруг гости сидят. У нас тоже почти такие созвучные, ну, песни схожие, как вы поете, но я не профессионал в этом деле, я сейчас не смогу рассказать и спеть, к сожалению. Вот, если говорить о этой песне, у меня вообще складывается такое ощущение, что она поется где-то возле костра, под домом. Ну, такое вот у меня у самого ощущение от этой песни всегда стоит. Ну, вот, видите, каждый по-разному слышит. Да, согласна. Хорошо, я думаю, сейчас мы можем перейти на наш последний вопрос. Можете ли вы описать настоящего чуваша? По характеристике, по внешности, может быть, цвет глаз какой интересный, цвет кожи. Как настоящий чуваш выглядит? Ну, вообще из-за того, что народ имеет достаточно сложное происхождение, ну, то есть все началось с Северного Китая, да, потом происходит переселение в Центральную Азию, с Центральной Азии в Северный Кавказ, с Северного Кавказа на Волгу, то, соответственно, внешность чуваши, она достаточно разнообразна. И на сегодняшний момент антропологически у нас существует 4 варианта внешности. Первый вариант – это у нас светлый европеоид, который не отличается особо сильно от славянской внешности или от внешности финно-угров, в частности, мордвы, да. Ну, по понятным причинам мы живем на Волге, и, соответственно, это воздействие достаточно сильное. Второй тип у нас понтийский европеоид, это смуглые люди с достаточно темным оттенком кожи. Например, у меня очень много знакомых с такой достаточно темной кожей, которую я бы, наверное, сравнил с кожей выходцев из Центральной Азии даже, потому что очень темные оттенки, черные волосы и так далее, да. Но это вот и светлый европеоид, и темный европеоид, они у нас имеют там чуть больше 14%, ну, на каждого по чуть-чуть. Большая часть народа имеет смешанный субуральский тип, который характерен для абсолютно большинства народов Поволжья. Это смешанный тип с проявлениями как и с доминирующими европеоидными чертами, но имеющим явные примеси азиатского типа. Это, в частности, бывает эпикантус, вот здесь складочка, да, это достаточно высокие скулы, широкое лицо иногда, вот, высокая переносица. Дальше, ну, это самый распространенный тип, который прям, ну, такой достаточно привычный, это такие маленькие, аккуратные, круглые личики и все такое, да. И вот. И третий тип, который имеет всего 3% населения, это чистый монголоид, такие азиатские черты лица, темные волосы, ну, достаточно сильная такая азиатская внешность, но, как правило, это, хоть мы и относим к чистым монголоидам, тут есть некоторые отличительные черты, это узкое лицо. Вот, что интересно, лица в данном случае не круглые, а узкие, очень часто так бывает. Вот, но это всего 3%. То есть достаточно мало. А так большая часть чувашского народа, она и светлокожая, со смешанными чертами лица. Светлые волосы, ну, вот такие, как у меня. А цвет глаз классический, да, карие, голубые. У очень многих зеленые глаза. Вот как раз из-за того, что мы являемся периферийным народом, таким смешанным между европеоидами и азиатами, возможно, у нас вот у очень многих глаза зеленые. Ну, в частности, у меня, например, зеленые глаза, такие серо-зеленые, и у очень многих моих знакомых что-то на грани с кариево-зеленым или голубых с зеленым. Вот так вот смешанно идет. Хорошо. Спасибо огромное, Ильдиар. Очень было интересно вас услышать, послушать. Я думаю, сама я сейчас много чего узнала о вашем народе, и в особенности наши зрители тоже, которые даже не знали про существование народа чуваш. Теперь вот ваш кругозор расширяется. Вот так вот добавлю просто да, масло в огонь. На самом деле чуваши, как тюркский народ, является вторым по численности в России после татар. Да? Это один из самых крупных тюркских народов Российской Федерации на сегодняшний день. Численность нашего народа чуть больше 1 миллиона, хотя лет 30 назад нас было 2 миллиона, но становится все меньше, мы становимся эксклюзивнее. Да. Вот, а так, ну, вот. Я думаю, благодаря вам, молодым поколениям, которые продвигают свою культуру, надеюсь, ваш язык будет все крепче и крепче сохраняться в ваших регионах, люди будут говорить на родном языке. Я твердо верю в это. Как и у нас в Казахстане, мы сейчас тоже очень много работаем над языком, чтобы многие наши жители уже начали разговаривать чисто на казахском языке.
как после развала Советского Союза у нас до сих пор многие люди используют русский язык ежедневно, нежели чем казахский. И поэтому, когда иностранцы приезжают в Казахстан путешествовать, они бывают удивлены. Мы же в Казахстане, почему народ туда разговаривает на русском, а не на казахском языке? И у меня также все спрашивают, почему у вас в Казахстане вот на русском разговаривают? И им иногда приходится изучать русский язык, когда приезжают в Казахстан. Да, хотелось бы, чтобы и наши языки знали, казахский, вот чувашский, я тоже узнала про ваш язык. Спасибо огромное, что уделили свое время во время вашей работы сейчас. Да, сзади вот радио написано. Чувашьень, да, это получается чувашская сторона. Огромное спасибо, Балнур, за то, что вот тоже поинтересовались нашим народом, немножечко узнали про него. Да, желаю огромных успехов Казахстану. Ну и своему народу тоже хочу сказать, что чуваши, я вас люблю. А вообще, насчет численности, я более чем уверен, что нас намного больше, просто сейчас почему-то не указывают и все такое. Но чтобы все знали, сейчас у нас есть своего рода ренессанс культуры идет, потому что молодые творцы, художники начали очень много различных проектов создавать, ну вот в том числе и на мне, различный мерч и так далее. Это все происходит. Вот этот вот интерес к родной культуре, он, видимо, по всей стране возрос, в том числе и среди нас, поэтому сейчас очень много чувашских людей, у которых татушки чувашские, да, там одежда чувашская и все такое. Поэтому будем надеяться, что через 100 лет, через 200 лет мы также сможем с вами, ну, не конкретно уже с вами, да? Да. А наши потомки будут также общаться между собой и сохранять вот это вот тюркское единство, которое всегда было характерно для наших народов. Будем на это надеяться и верить в светлое будущее. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо огромное, Ильдар. Құрметті көрермендерім, бұл бейнероликті соңына дейін зейін салып қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Алдымен менің арнама тіркеліп, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Сонымен қатар келесі сәтте қай түркі тілдес ұлтпен сұхбат жүргізгенімді қалайсыздар. Оны комментарий бөлімде жазып қойыңыздар. Егер менің жасап жатқан жұмысым ұнаса, Каспи нөмірім арқылы маған қолдау көрсетіп қойсаңыздар болады. Сіздердің қолдауларыңыз менің контентімнің алда дамуына, өркендеуіне үлкен үлес қосар еді. Қош көріскенше сау болыңыздар.